Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «У нас в гостях». Сегодня в нашей передаче принимает участие начальник отдела защиты растений Сунжского районного отдела филиала ФГБУ Россельхозцентр по Республике Ингушетия Лидия Гамкартиева. Лидия, добрый день. Добрый день, Лидия Гамкартиева. Насколько известно, ваш отдел, Лидия, занимается мониторингом вредителей болезней и сорных растений на сельхозугодьях республики. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела в этом направлении? Что или кто угрожает будущему урожаю? Но не то, что наш отдел и филиал ФГБУ Россельхозцентр, мы работаем в соответствии бюджетного кодекса Российской Федерации. Мы по госзаданию нам необходимо провести фитосанитарный мониторинг на 180 тысяч гектаров. Это с нарастающим итогом. И ежегодно мы проводим это обследование, даем сигнализационные сообщения. И в ходе таких обследований еще с прошлого года нами был дан долгосрочный прогноз, что у нас идет нарастание вспышка мышевидных грызунов. Также в этом году мы давали краткосрочные прогнозы по мышевидным грызунам. Посылали сигнализационные сообщения, информационные листки, выезжали, обследовали на местах, непосредственно руководителям хозяйств давали рекомендации, говорили о ситуации, что необходимо делать, какие меры нужно принимать. Также у нас были совместные обследования с Минсельхозом. Сегодня мы должны выехать, и обследования продолжаются. У нас угроза мышевидных грызунов. То есть вы хотите сказать, Лидия, что сейчас актуальна ситуация именно с мышевидными? Скажите, в основном, где встречается вредитель и в каких растениях больше всего можно его увидеть? Я уже сказала, что с прошлого года у нас это отметили мы это красной галочкой, что идет нарастание мышевидных грызунов. В этом году мы выезжали во все районы, в Джарайске, и в Сунжском районе, и в Назрановском, и Малгобекском районе. Обстановка у нас, мыши везде у нас превышает экономическую порог вредоносности, просто в той или иной степени где-то больше, где-то меньше. Заселение массово у нас началось с пастбищ, потом после посева и сходов озимых колосовых культур пошло постепенное нарастание, переселение на озимые культуры, на зелень. Сейчас у нас идет очень большое заселение на озимые колосовые культуры. Нам надо бороться, срочно принимать меры. Что могло повлиять на такое количество мышей на полях? Мы в основном с Минсельхозом обследовали Малгобекский район. Мы были в нескольких хозяйствах. Там же уже определили патоген, определили превышение экономического порога вредоносности. Также и в Сунжском районе несколько хозяйств охвачено. В Джарайском районе мы обследовали, там превышала экономический порог вредоносности только пока на пастбищах. Также у нас идет информация от частного сектора, что у них в огородах тоже уже заселение идет, максимальное заселение, даже в домах. Карнизы съедают, даже не то, что там какие-то либо культуры. Особое внимание хотела бы я уделить тем, у кого есть молодые сады. Это очень большая угроза. У кого есть молодые сады, нужно обследовать, смотреть. Есть что звонить нам, мы всегда придем, посмотрим, обследуем, дадим какую-либо рекомендацию, которая необходима для них, какие меры нужно принимать, и эффективность применения любого препарата, скажем, целесообразность применения любого препарата дадим рекомендацию. Причин, конечно, очень много. Сейчас изменением технологии меняется видовый состав любого вредителя. Например, несоблюдаемость оборот – это одна из причин. Вовремя не убрали – это богатая кормовая база, другая причина. Если мы не выполняем агротехнические мероприятия, сейчас у нас очень модно пошло, мы же с Пашкой очень мало занимаемся, сейчас после дискования только. Это тоже отрицательно влияет, потому что у нас сохраняется зимующий запас любого вредителя, любого патогена. Также зависят сроки, когда мы убираем, когда мы сеем, даже с введением новых сортов это тоже влияет, потому что с введением новых сортов какой-то патоген исчезает, появляется новый.
Вот даже это связано с технологией, и плюс ко всему еще погодно-климатические условия у нас будут способствовать развитию и распространению любого патогена, не только мышей. Все взаимосвязано в природе. Что вы посоветуете, Лидия, аграриям республики предпринять в борьбе с вредителями на сегодняшний день и предотвращать подобные вспышки распространения этих опасных вредителей в будущем? В первую очередь, конечно, я бы хотела сказать, и чтобы все знали бы, что у нас в республике есть такая организация, филиал ФГБУ Россельхозцентр, что мы занимаемся вопросами семеноводства и вопросами защиты растений. У нас есть сайт, что они могут обратиться в любое время, приехать в Слепцовск, получить консультацию, рекомендацию. По необходимости мы выезжаем, смотрим, чтобы взаимный контакт у нас был бы обязательно. А так, сельхозпроизводителям, конечно, им необходимо соблюдать обязательно всем по мере, сколько они могут, культур земледелия. Немного, если в оборот не получается, хотя бы защитные мероприятия. Если защитные мероприятия в полном образе не получается провести, хотя бы агротехнику соблюдать. Если агротехнику соблюдать не получается, но хотя бы сроки посева, сроки уборки, складирования, все эти вот что-то все равно общего, комплекс всего общего, это и помогает подавить любой патоген. Но раз в данном случае, на сегодняшний день, раз у нас такая ситуация, уже идет вспышка расселения мышевидных грызунов, конечно, необходимо применять. Мы на сегодняшний день, у нас Россельхозцентр имеет возможность реализовать препараты приманки. У нас химические препараты, за эффективность мы гарантируем, если они будут соблюдать инструкцию применения данного препарата. Цены у нас очень низкие, если посмотреть, как другие реализуют. Мы реализуем по 80 рублей за килограмм. У нас руководитель из сложившейся ситуации принял такое решение, что хоть как-то помочь и пойти навстречу. Я же, как говорила, с введением новой культуры, с введением новых сортов, у нас видовой состав любого патогена меняется. Летом это было на сое, шпанка красноголовая у нас была выявлена в Малгобекском районе. Но это хорошо, благодаря руководителю данного хозяйства были экстренно приняты меры проведения химических мероприятий, и был этот очаг локализован. В дальнейшем мы смотрели, обследовали по всей республике, непосредственно где находится эта соя, не была она обнаружена. В дальнейшем, на следующий год, как себя данный вредитель поведет, надо смотреть, обследовать, взять это себе под контроль. На саранчу у нас где-то 2-3 года тому назад было затишье, как-то в состоянии покоя был вредитель, а с прошлого года идет уже опять постепенное нарастание. В прошлом году у нас ЭПВ превышали, если бы были площади с превышением ЭПВ, и в этом году с превышением ЭПВ. На данных участках были проведены истребительные мероприятия. И в таких ситуациях, конечно, было бы хорошо в дальнейшем будущем, даже не только по саранчевым и мышевидным грызунам, чтобы у нас заложили бы в бюджет средства на борьбу с вредителями. Это необходимо, в сложившейся ситуации, это необходимо сделать, потому что к вредительным болезням не все же готовы. Вот у нас мыши имеют место распространения в частном секторе, на пастбищах, на сельхозугодьях. Тогда это надо, когда общее, совместно всем работать. В одиночку не получится. Даже если мы будем в одиночку проводить борьбу, то должного эффекта не получим, если мы не будем работать комплексно. А чтобы работать масштабно, комплексно, конечно, это все зависит от материальной обеспеченности. Не все же финансы всегда проблема номер один. И поэтому было бы хорошо, конечно, если мы бы заложили в бюджет деньги в будущем для таких случаев. Наверное, это еще в компетенции МЧС, как-то МЧС, даже в данном случае было бы хорошо, если данная организация подключилась бы в нашу, можно сказать, общую беду по борьбе с мышевидными грызунами. Тоже, все определить, конечно, невозможно. Прогноз — это неблагодарное дело, конечно, что-то прогнозировать. А так нужно, конечно, быть готовым к любым патогенам, к любым вредителям, основным. И чтобы эти патогены вредители не были бы, чтобы для нас это не было бы сюрпризом любого вредителя, надо соблюдать все равно технологии возделывания любой культуры.
С любой культурой же сопутствует еще технология воздела данной культуры. Если мы будем соблюдать хотя бы элементарную технологию, то таких ситуаций у нас будет поменьше, хотя надо стараться. А все это исходит из денежных средств. Всегда все опирается на деньги, чтобы соблюдать всю технологию выращивания культуры. Но это необходимо делать, чтобы таких вспышек не было бы. По прогнозам, вот мы ежегодно даем прогнозы по всем вредителям болезней. Основные доминирующие вредители, они как и были, так у нас будут оставаться. Также еще у нас бывают залетные вредители. Например, саранча, она может тоже непредсказуемый вредитель, он еще залетный вредитель. Так что надо еще смотреть, какие погодно-климатические условия у нас будут на следующий год. А так надо всегда быть, надо быть настороже, короче говоря, и быть готовым всегда. Кто предупрежден, тот вооружен. Лидия, вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашей программе и ответили на наши вопросы. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в нашей передаче принимала участие начальник отдела защиты растений Сунжского районного отдела филиала ФГБУ Россельхозцентр по Республике Ингушетия Лидия Гамкартиева. До свидания.